Добрый вечер, в эфире программа «Объектив», и у нас сегодня в студии Джаркын Дунганова, заведующая музыкально-сценическим отделом Республиканского учебно-методического центра эстетического воспитания «Баладжан». Здравствуйте, Джаркын Ураковна. Начало учебного года, работы много. Расскажите о своем центре, о том, с каких лет, с какого возраста можно прийти в ваш центр, чем занимаются дети, на что уделяется внимание, акцентируется внимание для того, чтобы ребенок был полноценно развит. Да, на сегодняшний день я хотела бы сказать, что наш центр – это центр дополнительного образования, и он является флагманом во всей республике. Наш центр, потому что ведет за собой 74 организации, такие же, как мы, по всей республике. И в нашем центре очень много детей. Всех детей мы принимаем без исключения. У нас нет каких-то критериев отбора детей, потому что каждый ребенок, он уникален, у него есть свои способности, у него есть свой талант. Для этого мы есть, чтобы этот талант в ребенке просто раскрыть, может быть, где-то направить. А даже некоторые дети, они выбирают потом будущую профессию благодаря нашим педагогам, благодаря таким центрам, которые, как мы. Когда был центр еще молодым совсем, было 2-3 года, возможно, меня тогда еще не было в этом центре, но в любом случае каждый знает историю, то, где он работает. И когда центр только открылся, он был центром профессионального, направление которого было узкой направленности, там только рисовали. И были студии декоративно-прикладного творчества. Но сейчас, на протяжении уже, даже спустя несколько лет, центр набрал такую скорость, и он так расширился настолько, что на данный момент у нас 55 разных направлений. То есть многопрофильным стал. Да, теперь мы стали многопрофильным. Ну, основные, перечислите. Вообще сейчас профили. есть 6 больших направлений. Это учебный отдел, там, где есть у нас дошколята, языковой центр, есть музыкально-сценический отдел, и даже уже как третий год работает отдел робототехники и программирования. Даже есть школа особых детей, где дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья учатся с детьми здоровыми, так скажем. Мы не говорим так здоровые, нездоровые дети. Все дети одинаковые. Да, школа особых детей. То есть дети приходят, и когда они в группе чувствуют, что они обучаются с такими же детьми, и они себя чувствуют намного по-другому. Они сразу раскрепощаются, у них нет этого комплекса. Вы стираете, пытаетесь стереть эту грань, да? Мы стерли эту грань, можно сказать. Мы даже не пытаемся, мы стерли, потому что дети, когда приходят и видят, что равный к равному, и другие дети, видя, что такой же ребенок может находиться рядом с тобой, они очень хорошо к этому относятся, и даже эта грань ее нет. Они приходят и также занимаются, и также участвуют во всех конкурсах, также принимают активное участие в любом мероприятии. И занимаются, естественно, и есть хорошие результаты. Вы сказали о том, что у вас есть подготовка к школе, да? Дошкольное образование. Насколько оно доступно в плане финансовом, в плане мест? Дошкольная подготовка, она всегда была самой популярной, самой востребованной. Поэтому у нас работает в этом направлении 8 педагогов. 6 педагогов, они ведут дошкольную подготовку на русском языке, 2 педагога на кыргызском языке. И эти студии всегда принимают, всегда открыты, отбора тоже нет. Если ребенок не умеет читать, мы, конечно же, его научим. Если не умеет писать, для этого мы и есть. И по городу Бишкек очень ценится сертификат наш, выданный нами, потому что в конце каждого обучения, то есть не каждого, а в конце, когда уже обучение прошел, выдается сертификат каждому ребенку о том, что он закончил дошкольную подготовку, когда они идут в школу. Этот сертификат они предоставляют в школе, и школа, зная, что это Баладжан, сразу без тестирования берут таких детей. Как долго длится дошкольное Вообще образование? Дошкольная подготовка рассчитана на целый год, учебный, да, 9 месяцев, если ребенок 6-летний пришел. Если 4-5-летний, тогда у них есть студии, это
дополнительного развития, общего развития называется. Там уже детки рисуют, ну, они также познают все буквы, и они начинают уже как-то писать, но это все в игровой форме, чтобы для детей 4-5 лет соответственно, это возраста. было доступно. Да. Вы сказали о том, что у вас есть отдельное направление, это языковое направление. Каким языкам вы обучаете? Сейчас, раньше было направлений языковых много, сейчас остался только английский, потому что английский он наиболее востребован и детьми, и родителями. Здесь же мы еще тоже не только детей потребности учитываем, но еще и родители. Родители многие хотят, чтобы их дети учили английский язык. И у нас даже есть такой эксперимент, уже 3-й год, наверное, даже больше, наверное, 5-й год, где дошкольные студии в комплексе изучают английский язык. Отдел, который вы возглавляете, музыкально-сценический отдел, чем он отличается? Что бы вы могли выделить вот в своем отделе? Я свой отдел, во-первых, очень люблю. Во-вторых, это самый яркий Но без этого отдел. невозможно работать. Конечно, это самый яркий отдел, я считаю, потому что без нас не обходится ни одно красивое мероприятие. Любое мероприятие украшает музыкально-сценический отдел, потому что у нас есть танцоры, у нас есть инструменталисты, у нас есть театральные студии, у нас есть студия, которая играет на таких инструментах, исторических кыргызских инструментах, и даже есть маленький фольклорный детский ансамбль, в которого, это очень тяжело. Когда, конечно, на уровне филармонии, где камбаркан, где играют взрослые профессионалы, это совершенно другое. Но когда эти же профессионалы учат наших маленьких детей быть профессионалами, это очень интересно. Получается такой вот и качественный педагогический конечно, состав. В этом это во всем центре эстетическое направление самое больше развито именно в музыкально-сценическом отделе. Мы учимся держать себя на сцене, мы учимся быть в коллективе, мы учимся куда-то ездить, и мы всегда представляем на разных странах нашу страну, традиционную нашу на музыкальную уровне, культуру, потому что да? мы не можем подвести. Мы едем, когда на фестивале собираются около 30-40 стран, и из них, конечно, многие даже о нас не знают, и там мы показываем И там о нас традиции, узнают. и там о нас узнают. Вы сказали, что выезжаете на фестивали, проводятся разные фестивали. Как часто? И финансирование? Конечно, вот фестивали, они бывают разные. Как мы делим их, бывают бюджетные фестивали, где именно принимающая сторона, которая нас приглашает, они берут на себя расходы на себя. А есть фестивали, которые, конечно же, платные. На эти фестивали тяжело попасть, но в любом случае мы всегда в этом помогают родители, что скрывать. То есть спонсорами выступают родители? Выступают сами родители, конечно же. И на удивление родители очень активные, и каждый хочет своего ребенка отправить, чтобы он куда-то съездил, посмотрел другую страну, другую культуру. И дети, как правило, когда оттуда приезжают, они восхищены, рассказывают в коллективе свои успехи, впечатлениях. о своих впечатлениях другим детям. И таким образом идет цепочка. И как часто вы спросили, конечно, мы хотим участвовать во всех фестивалях, которые есть в мире, но мы выбираем те, именно которые нам интересны. Мы тоже не участвуем во всех фестивалях. Мы участвуем в таких фестивалях, чтобы обязательно там был конкурс, потому что просто съездить на фестиваль и посмотреть, это уже сейчас детям не интересно. Дети тоже сейчас уже другие. А там, где есть именно конкурс, там есть, где именно мы можем... Соревновательный дух, чтобы был. Дух, да, там с удовольствием. Мы в основном пытаемся принимать участие именно там. Какие страны в приоритете? В приоритете, вообще ближние страны, конечно, нам в приоритете, потому что это менее затратно, и туда не так далеко ехать, и там большой выбор. Скажите, есть ли какие-то вот меценаты, которые поддерживают развитие детей, или же все ложится на плечи государства? Нет, и на плечи родителей? Меценаты есть. На постоянной основе? Не на постоянной основе. Приходится ездить, приходится писать письма. То есть искать. Вы сами ищете? Мы сами ищем, конечно, мы сами. Потому что я очень заинтересована, чтобы наши детки, которые участвуют в разных коллективах и ходят не один год в Баладжан, чтобы они съездили куда-то. Не у всех родителей есть возможность отправить своего ребенка, а талантливых детей много.
И поэтому мы обязательно, мы пишем письма. Это были, раньше это было, ну, мы во все большие крупные организации писали. Некоторые организации, как ну, такие маленькие частные, сейчас есть много организаций, которые могут помочь, и они помогают. И с удовольствием. С да? удовольствием помогают, потому что мы же потом им как-то компенсируем это, помогаем, участвуем в разных мероприятиях, имя тоже Ну, на есть бартерной везде. основе. Да. Хорошо. Скажите, Для вот нас это ничего не стоит, как правило. Танцевать и выступать мы любим. здорово. По поводу оплаты. В нашем центре есть, конечно же, потребительский взнос, как в любом государственном учреждении. Это постановление правительства Кыргызской Республики. Каждый ребенок оплачивает 544 сомы В год. в год. И остальное все уже Ну, на как, усмотрение родителей. Вот они покупают канцтовары своим детям, естественно, это помощь. Да, мы шьем Костюмы тоже за да, счет мы шьем родителей. костюмы, они приобретают инструменты, комузу. Если комузу нужен чопочор, они, конечно, сами тоже приобретают. Это и есть родительская помощь, только в таком виде, а чтобы где-то специально нет. Мгм. Скажите, пожалуйста, вот по поводу летнего времяпрепровождения детей. Я знаю, что каждый год на Иссык-Куле у вас конкурсы, фестивали какие-то проводятся, приезжают дети из ближнего зарубежья, да? На чем вот основная программа, вот, что привлекает детей, ну, вот, ну, кроме озера, воздуха и воды? Да, у нас есть очень два больших проекта, которые уже идут на протяжении 12-13 лет. Первый проект – это международный слет, на котором приезжают дети-лидеры и художники. Именно в этой смене дети приезжают с разных стран. Приоритет, конечно, это тоже, как вы сказали, ближнее зарубежье, потому что и дорогу, и тоже они оплачивают сами. Они приезжают, и у них есть 5-6 дней, очень веселых, творческих, плодотворных дней, где они могут научиться рисовать, где они могут научиться быть лидерами. Они защищают соцпроекты, стартапы. В этом году была очень интересная смена. Дети мы делили большие команды, между командами они внутри еще делились на мелкие команды. Каждая команда придумывала свой стартап, и в итоге сами же дети выбирали свои внутри команды маленькие стартапы и уже вместе готовили один большой стартап. Скажите, в ваш центр нужно записываться заранее, есть какие-то сроки? Ну, потому что понятно, что места ограниченные. Всех желающих мы вместить не можем, но мы никогда не отбираем детей по количеству. То есть у нас 20 человек и больше мы не принимаем. Такого нет. Мы очень лояльные, гибкие, поэтому если ребенок хочет, мы обязательно найдем для него место. Если не в этой студии, то в другой обязательно. В любое время В года? любое время года. Независимо от того, танцы вообще вы можете в середине года прийти и уже начать танцевать. Если ребенок хочет сам, то, смотря на других детей, он это же повторяет, делает, и уже для него уже не надо. И в конце года он даже уже может участвовать на больших концертах. Возраст от 3 до 17 лет. Всех мы ждем. В 3 года, конечно, у нас есть такие маленькие студии, как лепка, хореография для малышей. Это очень забавно. Есть рисование, есть общее развитие тоже. Работать с детьми. Вот вы сколько лет работаете? Я работаю в Баладжане 17 лет. Ну вот, это уже такой стаж достаточно весомый. Что главное в работе с детьми? Вот что бы вы могли отметить? Во-первых, любить свою работу. Во-вторых, знать, для чего ты это делаешь. Если ты приходишь и уходишь просто для того, чтобы приходить и уходить, это не работа. А гореть этим, это вот... И каждый педагог в нашем центре, он в первую очередь фанат своей работы. Педагог, он уже раскрывает в каждом ребенке свое что-то. И когда ты видишь итогом своей работы, что дети реально просто бегут к тебе после своих же уроков, после садика, после школы, это высшая награда. Вы сказали, что ваш центр является флагманом дополнительного эстетического образования. Проводятся ли у вас выездные какие-то мероприятия с
региональными подобными эстетическими центрами? А взрослых, которые приезжают, для педагогов, для них, что один раз посмотрел и уехал, для них нужна база. С чего все начинать? Как? Методику нужно Методика знать. какая должна быть, как с детьми работать. И вот мы уже сколько лет? Уже 5 лет проводим курсы повышения квалификации для педагогов, для заучей, для директоров. И каждый год у нас есть 5-6 курсов, на которые приезжают по направлениям педагоги с разных регионов. Это в последнее время это дало большую мотивацию для педагогов, которые приезжают, потому что они на местах же ведь не столько можешь получить. Ты, да, в интернете, когда ты приехал и ты получил Живой именно опыт. нормативно-правовую базу, на чем ты основываясь, почему ты должен так работать, по каким программам ты должен работать, какой итог ты должен получить от этого ребенка. Не просто же пришел, шьешь и ушел с этим шитьем. Какой это должен быть итог? Это важно для всех детей. И для родителей тоже, увидеть, что твой ребенок чему-то научился. И уже пройдя столько курсов, в год получается по 6-7 курсов, уже много кто педагогов прошли курсы повышения квалификации, уже повторно будут просто повышать свою квалификацию и подтверждать статус своего. Скажите, методику преподавания вы разрабатываете на базе своего центра или же извне? Какие-то зарубежные методики используете? Мы сотрудничаем с зарубежными странами. Это обязательно. У нас есть Ярославский университет хороший, который нам помогает, именно педагогический университет, помогает нам методикой. У нас есть по России очень много, у нас же все равно наши базисные какие-то нормативно-правовые документы, они с российской перекликаются, да. Поэтому мы очень много опыта берем, а у них это все очень хорошо сейчас развивается, и доп. Образование у них очень хорошо развито, и поэтому мы обязательно консультируемся с ними. У нас даже бывают выездные, где мы выезжали и смотрели на турецкую методику преподавания, как у них там проходит. Мы ездили в Казахстан, у них есть очень хороший Павлодарский, например, центр, там мы обмениваемся опытом именно на летних международных наших фестивалях. И этнокарнавал тому подтверждение, потому что параллельно этнокарнавалу идет международная конференция, где ученые с разных стран приезжают, даже дальнего зарубежья, Латвия приезжает, и там обмениваются опытом. И мы обмениваемся опытом с такими педагогами, и они нам много что подсказывают. Мы разрабатываем, конечно, эту методику совместно с КАО, у нас есть, потому что мы неразрывно связаны вместе с ними. Таким образом, мы и свою квалификацию повышаем, и наша методика уже немного другая. Развивается тоже, мы да. развиваемся вместе. Спасибо вам большое, Джеркан Ураковна, за отведенное время, которое вы нам выделили, рассказали о своем центре. Желаю вам творческих успехов в работе с детьми. Уважаемые телезрители, благодарю за внимание и до новых встреч в эфире.